Дорогие друзья, снова я, Илья Чудолума, здесь. Мы продолжаем с вами исторические этюды про Украину. И мы выбрали в прошлый раз способ смотреть через различные проектности, которые были в украинской истории. Мы выводим эти проекты, удавшиеся, неудачные, неудачные, сверхпроект Святослава, ряд неудачных проектов. И мы остановились на границе, чуть забежали за границу 17 века. В украинской истории дошли до войны Хмельницкого. Но поскольку дальше начинается совместная история, сильно параллельная история с Московским царством, то нам нужно сделать шаг назад, посмотреть на Грозного, на Смуту и на все остальное. Алексея Михайловича, династию Романовых, как мы дошли до жизни такой, что неожиданно начинали в 18 веке наша православная шляхта решила сделать Российскую империю. И у нее, знаете, получилось. И что из этого всего вытекает. Поэтому, да, в том числе попытки переиграть этот проект или утвердить этот проект. Поэтому давай начнем, Илья, привет с Грозного. Что был Грозный? Как из правления Грозного корнями растет вся эта история? Я тебе скажу, все на самом деле намного хуже, чем большинство наших зрителей смотрят. Они думают, что как бы русские и Русь, они причастны там вот 17 век, Переяславская Рада и так далее. Все намного хуже. Но для того, чтобы понять, и как это связано, например, с нынешними событиями, нам надо сделать даже не шаг назад к Грозному, а, скажем так, 2 или 3 шага назад, а потом к Грозному. То есть нам надо вернуться к 15 веку. Мы уже говорили на предыдущих этюдах о том, что 15 век, середина 15 века, это период серии феодальных войн практически от самой западной части Евразии и там аж до казахских степей. Не в смысле, что это просто именно как крайняя точка вот этой полосы феодальных войн, которые происходили. И это очень важно, потому что в этом эфире мы добьем парочку очень живучих мифов, которые просто сидят на мозгах и россиян, и украинцев, и не только россиян и украинцев. И, к сожалению, даже иногда очень умных людей о сути московского проекта. И здесь вот первый, кого я бы хотел вспомнить, это выдающийся советский историк Александр Александрович Зимин. Очень интересная личность. Он медиевист, он много писал, большую часть жизни он писал о периоде Ивана Грозного. И что интересно, он занимал такую центристскую позицию, то есть он говорил, не надо восхвалять его, то есть как вот идеал государственника, но и не надо смотреть на него как на больного садиста, то есть и на все его решения как на больного садиста. То есть у него многие элементы были очень прогрессивные, были вот и такие, и это все в одном человеке, то есть в одной политике совмещалось, то есть очень такая нюансованная позиция. И вот под конец своей жизни его, как это часто бывает с интеллектуалами, с умными людьми, его не очень приветствовали при жизни, при том, что все коллеги его, и зарубежные там историки, и советские, очень хорошо о нем отзывались, но сильно больших там наград, чинов он не получал, хотя и занимал некоторые там позиции в академии. Его отличительная черта, он всегда смотрел нестандартно на ситуацию, на любой. Он, например, запомнился специалистом тем, что выдвинул гипотезу о том, что слово полковник Игорь это все-таки более поздняя мистификация, а не аутентичный текст периода Руси. Так вот, под конец своей жизни он написал книгу «Витязь на распутье». Это очень интересная книга. Он описывает как раз об этой феодальной войне 1425-1453 год между потомками Дмитрия Донского, вот победителя на Куликовом поле, которые схватились в борьбе за власть. И он, что интересно, будучи сам москвичом, то есть такой прям коренной москвич, он вывел очень интересную, скажем так, гипотезу. Он говорит о том, что ничто наперед не предвещало, что Москва окончательно станет именно центром вот этой проектности.
которую мы называем сейчас московской, которая позже станет там российско-имперской, потом советской проектностью и так далее. То есть это была борьба нескольких проектов. Он говорит, например, о северном проекте Руси, то есть это там те, кто поддерживали там князя Юрия, его сыновей там Дмитрия Шемяку, там та же самая Вятка там и другие, для которых там Новгород, которые с ними были в союзе. Это, можно сказать, такой проект, он говорил, что это все-таки более свободных людей, то есть менее централизованный проект, больше похожий на самом деле на такие классические западноевропейские проекты того времени. И была другая ветвь, то есть Василий II и его родичи, которые, это очень интересно, которые сделали ставку, будучи потомками, прямыми потомками Дмитрия Донского. Это очень интересно. Северный проект сделал ставку на вот этом этосе борьбы с степью, с татарами, то есть как они наследуют вот эту традицию. Притом вот этот проект, который победил, он наоборот выступил в союзе, то есть в таком прагматическом союзе с татарами. И что интересно, Зимин говорит, что Москва победила благодаря своей прагматичности, серости и посредственности. То есть наиболее выдающие интересные князи во время этих феодальных войн, они были в других княжествах. То есть, а Москва, как, находясь как бы в середине между ними, в конечном счете победила именно делая ставку на прагматичность. И здесь, это первый момент, очень важный, то, что мы не можем понять московский проект без идеи прагматичности, то есть прагматичности политики. И Зимин говорит, что это стало одной из основ. Другое важное, почему как бы важна эта феодальная борьба, фактически и он, и другие исследователи говорят, что до вот этой схватки внутренней вот это московское княжество не сильно отличалось от других средневековых государств. То есть там, в принципе, процессы все были плюс-минус, что и там на других территориях Руси, там в Западной Европе. Но после этого, и здесь я отсылаю к другой очень интересному человеку, это Эдвард Киннан, не путать его с Кенноном, автором известной телеграммы, но Киннан тоже интересный, он очень медиевист и очень хорошо человек, который, возможно, лучше других понял специфику московского проекта и интересно как бы вот передал. Он говорит то же самое, что прагматическая позиция и хладнокровный расчет были в основе московского проекта. И после этой серии феодальных войн элиты, вот эти около московской, приняли решение, что скажем так, им нужно централизовать власть, централизовать усилия для того, чтобы выжить, для того, чтобы они были успешны. Потому что вокруг них, то есть достаточно серьезные соседи, серьезные проекты, то есть те же самые татары. Напоминаю, татары сжигали Москву вплоть там, до Ивана Грозного там, и так далее, до конца его правления. И фактически они пришли к консенсусу, как говорит Киннан, в этой очень интересном сборнику статей «Российские исторические мифы». Он был дважды издан в Украине. Я считаю, что это лучшее исследование, которое издавалось в Украине о России, потому что 95% остального это просто мифологические такие как бы штуки. Так вот, Киннан говорит, что вы не поймете московскую политическую традицию. Он в 1986 году написал эту нашумевшую еще в Советском Союзе статью. Если не поймете, что там прагматическая позиция, коллегиальность и в то же время присутствие единого лидера – это вещи между собой очень тесно связаны. То есть он говорит о том, что элиты, в то время боярские, пришли к выводу, что без центральной власти сильной, которая будет как бы представлять символически правитель, то есть без этого
у них не будет конкурентного преимущества над остальными. Сейчас нам кажется, что это какая-то глупость, то есть что баланс в разных ветвей власти, то есть это то, что мы знаем, канон из политологии, что это намного лучше, но в то время, в той ситуации, это было на самом деле одно из главных решений, которые они приняли. И я сделаю маленькую такую иллюстрацию. Все ведь, или практически все смотрели «Игру престолов». Так, там в первом сезоне есть очень интересный диалог, когда Роберт Баратеон в последний раз как бы вот так общается с Серсей, своей женой, Серсей Ланнистер, королевой, и они говорят о возможном вторжении дотракийцев. И он ее так спрашивает: скажи, что больше, 5 или 1? Она говорит, ясно, 5, как бы больше. Он говорит, да, 5. 1. Одна воля, один лидер, одна армия, скованная железной дисциплиной. И он говорит о том, что вот это средневековое 7 королевств, то есть феодально раздробленных, где каждый правитель имеет свое войско, где нету общей идеи, то есть наша общая идея умерла вместе с восстанием, с окончанием восстания, то есть нету идеи государства, оно не выдержит против силы, которая имеет один центр управления, может концентрировать ресурсы. То есть на самом деле он это просчитал достаточно прагматически, хотя в других как бы вопросах он не очень интересовался управлением государством. Так вот, это вторая важная вещь, потому что когда мы говорим о московском, Великом княжестве Московском, позже царстве Московском, нам кажется, что причина их экспансии – это то, что вот эти идеи Москва, Третий Рим, то есть православие, то есть и мы, скажем так, очень недооцениваем прагматическое начало вот этого московского проекта, о чем говорили там и Зимин, о чем говорил Кинан и многие другие исследователи. Так вот, конец 15 века, начало 16 века – это период, когда Великое княжество Литовское, мы об этом говорили в прошлых этюдах, оно значительно ослабевает. И ослабевает также государства, которые были, скажем так, преемниками Золотой Орды, то есть там где-то это Сибирь, в Сибири создается уже позже, в XVI веке, Сибирское ханство, Казанское ханство, то есть там на юге разных Крымское ханство и многие Астраханское, и многие другие. И получается, что есть много очень территорий. Она малозаселенная, то есть там очень мало людей проживает на ней. И противники, то есть все соседи вокруг, вот потенциальные противники, они феодально разобщены. И московские элиты просчитывают, что концентрация усилий, концентрация власти, это приведет, даст им конкурентное преимущество лучше какого-нибудь другого. И соединение многих, там, демографии фактор, то есть значительный рост населения, то есть то, что они сидели на торговых путях, захват торговых путей, и это создало предпосылки для того, чтобы... Да. Можно ли сказать, что они посмотрели это у монголов просто? Это очень интересно. Да. Они посмотрели у монголов, но на тот момент, когда они это начинают делать, скажем так, монголы уже как бы в нижней своей кондиции, то есть они не на пике находятся, они уже, скажем так... Так они и посмотрели, что когда работало, да, у них... Абсолютно, когда допустили междоусобицы, там тогда и перестало работать. Да. Да, то есть они видели, когда правил Чингисхан, и там буквально там несколько следующих его преемников, то есть это все хорошо работало. Как только у них система начала распадаться, то есть оно перестало работать, и даже уже там такие там отдельные государства могли бросать вызов им, как, например, даже те же самые московские князья, что, например, в пику могущества монголов было, видели, чем окончилась для Руси попытка бросить вызов централизованной вот этой системе. Да, не только для Руси, там, если... Для очень многих. Да. То есть, если Багдад пал в пике своего расцвета, да, то о чем говорить? Да. И вот самое интересное, и вот, скажем так, они идут в вот этой концентрации власти,
Здесь надо понять, что на этом особенно, скажем так, напирает Кинан о том, что вот не было в начале московского проекта, вот период, когда мы говорим от 15-16 до 17 века, до середины 17 века, не было там вот этого слияния церковной и государственной власти. Вообще, он говорит, это интересная вещь, православная церковь в Московском царстве вот в классический период достаточно слаба, и у нее не самая лучшая связка с политической властью. То есть мы можем вспомнить судьбу патриарха Филиппа позже в царствовании Иоанна Грозного. Это очень хорошо, мы к этому перейдем. То есть другой важный момент, мы вот думаем, идея Москва как Третий Рим. То есть это тоже интересно. Самое интересное в том, что не слишком-то Москва позиционировалась в период вот этой начального этапа экспансии, как вообще связано сильно с Третьим Римом. Большинство этих текстов, они из 17 века. Я скажу спойлер, большинство из них авторы, которые жили чуть-чуть западнее нынешних границ Российской Федерации. То есть или там северо-западнее, или юго-западнее. И византийская традиция вообще не очень была привита вот этим московским правителям. То, что потом после 1453 года и потом, когда будет свадьба Софии Палеолог с великим московским князем, это даже не византийская традиция, это итальянское отображение поздней византийской традиции, то есть это даже не византийский источник и очень-очень далеко, то есть все эти идеи, там, симфонии византийской и так далее, они были чужды первым вот великим московским князьям и позже там правителям. И вот, то есть идет концентрация власти, ряд успешных войн или переменчиво успешных с Великим княжеством Литовским. Были и поражения, как под Оршей в 1514 году. И вот, что интересно в ходе этих войн. В ходе этих войн один из князей Глинских поднимает восстание против великого князя Литовского. Он переходит на сторону московского правителя, потом он еще пару раз попробует поменять сторону. Это очень такой амбициозный человек. И был у него брат. И вот эти Глинские, у них владения, многочисленные их владения были в том числе на территории Украины. И вообще по происхождению это русско-татарский княжеский род. И была девица в этом роду. Елена Глинская. Эта девица станет потом матерью Иоанна Грозного. Первая страшная вещь для многих украинских слушателей: Иоанн Грозный наполовину украинец. Русин с Украины, да. Наполовину украинец. Да. Да. И, то есть, мы не тот формат, чтобы детально там все, скажем так, нюансы правления Иоанна Грозного. Скажем только так, что у него было очень тяжелое детство, потому что ему было 3 годика, когда отец умер. Мать была регеншей первое время, пока ее, скорее всего, не отравили. Она успела первые денежную реформу монетного двора начать. И он жил в атмосфере, где «Игра престолов» просто отдыхает. Вот, Королевская гавань, это не знаю, это просто пансионат. Шестая ясельная группа по сравнению с тем, где... Институт благородных девиц там какой-то для политиков. И боярские кланы, то есть вот эта модель, о которой говорил Кинан, она перестает работать, то есть исчезает вот этот центральный правитель, потому что большинство до того московских правителей, они более-менее в зрелом возрасте, то есть приходили к власти, когда там от отцов к ним переходило, а это совсем младенец. И вот эти боярские кланы, они начинают грызться между собой не на жизнь, на смерть. Там постоянно каждые 2-3 года перевороты, кто-то кого-то отравил, кто-то кого-то убил, казнили там и туда-сюда.
И мальчик растет в этой атмосфере, и он он понимает, что если он не начнет играть свою игру, он просто, скорее всего, он очень долго не проживет вообще на этом свете. И уже буквально там с 15-16 лет он начинает вот эти попытки перехватить управление, когда он опирается даже не вот на боярские вот эти группы, кланы, а на такую более среднюю касту дворянства. Он начинает реформы в очень разных сферах, то есть это и земство, то есть собрание земств, судебная реформа, реформа армейского дела, то есть фактически впервые появляется проторегулярная армия, это еще даже не классическая армия раннего времени, но это уже начало этой регулярной армии, те же самые там стрельцы позже и так далее. И Грозный очень интересная фигура, потому что он, как никто другой, показывает, что в человеке может быть и плохого, и хорошего, и очень замечательных черт, и очень ужасных одновременно. То есть это человек, который мог, например, писать богословские трактаты буквально, то есть писать богословские трактаты, устанавливать стратегические торговые отношения там, с Голландией, с Англией. То есть это просто невероятно до того времени, потому что раньше московские правители не сильно в ту сторону смотрели. И эпохи еще великих географических открытий не было до того. А как раз в период Ивана Грозного это разгар этой эпохи. С одной стороны. С другой стороны, он в уничтожении какого-то сопротивления себе, он иногда, даже не иногда, он очень часто просто не знал никаких границ. И это открывает спор, который до сих пор существует. Очень много параллелей было в 20 веке между Грозным и Сталином. И среди исследователей появились такие две, не то чтобы школы, но два такие направления, которые говорят, например, что все эти жестокости, их надо было сделать для того, чтобы кардинально провести реформу в стране, чтобы полностью изменить ее облик. И, например, вот параллели Сталина говорят, что если бы не репрессии, то некомпетентные люди оставались бы на своих должностях, это бы все продолжалось, и трудно сказать, как бы Советский Союз в какой кондиции вошел в Вторую мировую. Другие говорят, что наоборот, в ходе вот этих реформ больше урона было нанесено, чем полезных изменений. Это, мне кажется, будут вечные дискуссии. Нам сложно сказать. Было и того, и другого. Но что интересно, точно Иоанн Грозный играет очень широко. Это раз. Второе, он выводит вот эту, скажем так, протоимперскую идею впервые в Московское царство, потому что его титул, он же по-разному, это он у себя дома царь. В Священной Римской империи, например, признал его титул равным титулу императора. То есть в Европе выше императора Священной Римской империи человека не было. Если тебя признают равным ему, ты сразу же входишь в самый высший пул тогдашнего средневекового, позднесредневекового или ранее нового времени. Это раз. Только Польша, Польское королевство, Великое княжество Литовское, позже Речь Посполитая, объединенная, не признавала его титулатуры. Все другие страны признавали, в том числе Английское королевство, то есть, голландские правители, то есть голландские провинции и так далее. Это раз. Второе, этот широкий замах был интересен тем, что идет экспансия сразу в нескольких направлений. То есть он начинает с восточной политики, это все известные казанские походы. Параллельно он реформирует страну внутри, то есть что важно для правителя, который начинает полностью менять систему в стране, ему нужна победа. То есть
что его дело это не просто как бы правое дело, его дело это победоносное, то есть он несет за собой успех. Это очень интересно, если мы смотрим на биографии всех более-менее там великих реформаторов, у них всегда идут победы, под которые они позже подтягивают там структурные изменения. Ну, например, Константин Великий, далеко как бы идти, который ввел христианство в Римской империи, он начал с победы под вот, Мульвийский мост, знак, которым он победил и так далее. Так вот, Грозный набирает этот символический капитал победы в казанских походах, и он начинает параллельно с этим еще и разворот, в том числе на запад и Балтика, то есть понимание вот территории современной Балтики тоже, что вот Ливонская война, историю, детали нам сейчас как бы не важны, мы фиксируем направление как бы движения. Второй очень как бы неприятный и как бы малоартикулированный факт это то, что на службу к этому наполовину русину приходит другой очень знаменитый русин, да не просто знаменитый русин, а целый князь. Это один из, как считается, отцов-основателей Запорожской Сечи, Дмитрий Байда-Вишневецкий. Он служит практически 4 года, находится на службе в Иоанна Грозного. Там некоторый период защищает южные рубежи вот этого нового государства. Что интересно. Так вот, мы многие, как я говорил раньше, многие моменты с Грозным, они спорны. Например, знаменитая его вот эта перепалка с Курбским, вот эта эпистолярия, переписка. Ну, многие исследователи считают, что снова-таки большинство этих писем были написаны где-то в 17 веке уже, после того, как умер и Грозный, и Курбский. Ну и Курбский, иногда его подают как такого витязя, там, человека свободы, который бросил вызов тирану, но другие источники говорят, что это был достаточно склочный человек, потому что он же, кто не знает, из наших зрителей, он же после того, как сбежал с Московского царства, он населился на территории современной Украины. И потом он имел много судебных тяжб с местной шляхтой, там они судились за какие-то там участки, там земли и так далее, и подобные вещи. Но вот эта политика Иоанна Грозного, с одной стороны, централизация государства, создание централизованного государства, отсечение полное альтернативных проектов, то есть полностью там прерываются все роды Рюриковичей, князей, которые могли бы формально бросить вызов московским князьям. Новгород, который, скажем так, проявил не самую далеко смотрящую политику в 15 веке, когда была вот эта феодальная борьба, потому что, скажем так, стратегически важнее, наверное, было им серьезно поддержать противника московского проекта, но они этот момент упустили, потом занялись внутренними дрязгами, и московские правители с битвы под Шелонью, вот как раз 1470 и до разгрома Ивана Грозного, вот 100 лет понемножку, по чуть-чуть перетравливали Новгород, то есть это не сразу получилось, этот альтернативный проект был очень силен, очень и очень силен, но не сумели. Еще одна очень интересная вещь, когда многие думают, что Московское царство это такое чуть ли не православный ИГИЛ как бы раннего века. Так вот, Иоанн Грозный начал делать то, что его коллеги-правители будут делать в основном аж в 18 веке. То есть это вот этот просвещенный абсолютизм, он начал секуляризацию фактически церковной собственности в Московском царстве, перепись всех этих монастырских земель. И некоторые исследователи считают даже, что вот эта вся история с тем, что он передал на 11 месяцев корону Симеону Бекбулатовичу, что это было не просто шутовство, он под видом вот этой передачи за эти 11 месяцев конфисковал очень много церковных земель, то есть и поставил церковь под свое прямое влияние.
То есть это политик, который... И все так было просто, потому что Грозный так спокойно снимал и одевал корону, что одно это требует целых исследований. Но он делал это никогда не просто. Бекбулатович, по одной из версий, подтверди, да или нет, не знаю, я слышал, он чингизид, то есть он и вполне имел право он имел право на корону. И он был земским царем, по сути, царем земства. Ну, по сути, так получается, да? Он ему отдал это право. Да, но как личность он вообще не был того уровня, то есть это была такая фигура. Но формально же был чингизид, то есть Грозный оказался легистом и все правильно сделал в этом смысле. В этом смысле, да, можно сказать, что Грозный до некоторой степени делал то, что Тимур Тамерлан. Тоже он уже формально никогда не был правителем, он ведь не чингизид, то есть он держал там какого-то там, ну, совсем никчемного с точки зрения там политического человека, но который был прям чингизид, как формального правителя. То есть да, он и в этом смысле, и здесь очень важный момент, почему для московских правителей важна вот эта легистская штука, это показывает, насколько... и об этом пишет Кино, насколько слабо вот эти московские правители 15-16 века себя связывали с киевским проектом. Исследователи просто смотрят, как называли, какие имена давали своим отпрыскам правители или бояре, там вот самые влиятельные группы, и они видят, что это не похоже на киевскую традицию, то есть даже по именам, то есть как шло. И легитимизация тоже шла даже скорее не через Киев. Вот эти все шапки Мономаха и эти все вещи, это очень, скажем так, вот эта поздняя история, и она сбалансирована тем было, что для них легизм от чингизидов значил на самом деле намного больше. И это показывает, что мы считаем, что вот московский проект, он не мог жить без Киева никогда. Он жил, он первые 2 века больше, чем спокойно себе существовал. Вообще. Правда, есть и другое мнение. И даже в период раннего Ивана Грозного мы находим в летописях Натальи Яковенко, очень выдающийся украинский историк, там процитировал одну из летописей, где очень интересный момент, это именно период Ивана Грозного, где говорится о Москве как другой Киев. То есть не Третий Рим, но именно как другой Киев. Да. То есть что-то там как минимум по линии церковной, монашеской, то есть какие-то... Я хотел задать вопрос. Учитывая, что в пике, там, куда мы идем, в фокусе у нас киевский проект по созданию из Москвы империи по защите церкви. Главная задача империи какая? Защита шпорства. Да, но это проект 17 века. Да, это чуть попозже, да. То надо исследовать эту линию. Значит, из того, что ты говоришь, получается, что Грозный никак не хотел легитимизироваться через церковь, его эта тема вообще мало волновала. Церковная легитимизация. То есть это все что угодно. Чингизиды, но только не церковь. Чингизиды. Он мог перелегитимизироваться даже через... Вообще для всей Европы средневековой нормально свою легитимность от Римской империи тянуть. Это все делали. И король Уэссекса там мог назвать себя там императором и говорить, что вот от традиции священной Римской империи без священной Римской. Это могли делать там в других там землях. И Грозный в этом смысле, он делает как нормальный средневековый монарх, он говорит, что вот император. И вот многие историки буквально воспринимают то, что он говорил, что он потомок Августа, там, от сына там, Пруса там, и так далее. Но на самом деле это просто способ зайти в это поле монархов, даже причем не только поле вот этой Восточной Европы, поле Руси, а поле общее христианских вот этих монархов на постримском на постримских землях и сказать, что, смотрите, я такой же, как и вы, правитель. То есть, да, и его отношения с церковью, то есть Грозный даже он фактически, я говорю, он предвосхитил то, что будет делать просвещенные правители в 18 веке: централизация абсолютной власти, упорядочение государства, секуляризация, то есть вот все то, что потом Катерина, там Мария Терезия, Иосиф II там в Австрийской империи и так далее, и так далее. То есть в принципе в этом смысле можно сказать только, что он так немного опережал время, лет на 100 с чем-то.
Второй вопрос. Кого видят украинцы, глядя, ну, условно говоря, киевляне того времени, наблюдая за тем, что исполняет Грозный на севере, глядя на север? Это очень интересно. Угу. Это очень интересно, потому что, скажем так, вот эти приграничные территории русских земель, которые приграничны между Речью Посполитой, а до того Великим княжеством Литовским и Московским царством, многие правители действительно переходят, это было и в 15 веке, это было и в 16 веке, переходят под протекцию, потому что, ну, это проще, то есть тот же самый правитель, та же самая вера, зачем как бы менять. Но интеллектуалы, я бы не сказал, что они прям так сразу увидели Иоанна Грозного как какого-то потенциального очень могущественного союзника, но тоже момент, который не любят очень вспоминать, просвещенная Речь Посполитой, оазис свободы, самоуправления и так далее, одна из серьезнейших партий в Речи Посполитой, скажем так, была партия, которая предлагала Иоанна Грозного правителем Речи Посполитой. То есть это, в принципе, что будет позже в период смутного времени? Эта логика будет развернута просто обратно, на 180 градусов. Да, вот как раз о смутном времени. Наступает смутное время, и вдруг украинцы и поляки очень активно начинают вмешиваться в московские дела. Был такой, где-то там что-то на севере происходит, и вдруг раз, и пошло. Да, очень активно перед этим, что важно, происходит, кроме Люблинской унии, еще Брестская уния, то есть церковная уния. Это тоже отдельно очень интересная история. То, что православная церковь на этих территориях русских земель, она первая столкнулась с реформацией, контрреформацией, в интеллектуальном смысле сделала ее, этот вызов, заставил ее мобилизоваться, в том числе интеллектуально. Потому что Московская православная как бы, церковь, им не надо было сильно задумываться о том, кто такие вот эти там латинская вера и так далее. Достаточно было общих фраз. Здесь же, когда идет буквально конкуренция, то есть приходят иезуиты на территорию Речи Посполитой, полемическая литература, ты не можешь просто сказать, они плохие, потому что они плохие. Ты должен в полемической литературе выбрать наилучшую аргументацию, лучше эстетически ее подать для того, чтобы победить в церковном, в том числе, споре, в культурном споре. То есть православная русская церковь, ей пришлось включиться в вот эти процессы реформации, контрреформации и подтянуть свой уровень. И она начинает искать союзников, возможных союзников. И ясно, что как бы единственным более-менее серьезным близким союзником потенциально это может быть Московское царство. Но эти контакты, они еще спорадические. То есть во времена Ивана Грозного мы не можем говорить, что там есть какое-то сильное влияние выходцев с русских территорий именно на Московское царство. Но позже, вот именно период смуты, это период ведь очень интересный, потому что... Подожди, надо еще, прежде чем туда дойти, переезд киевского патриарха Владимира в Суздальское княжество. Вот это вот вечно... Ну, это сильно раньше история. Да. Ну, да, надо же сказать о нем, тем не менее, правильно? Да, ну, во-первых, здесь там тоже вопрос прагматический. То есть он подбирал правителя, который мог бы обеспечить его достаточно. Князь Киевский проект, мы уже говорили о том, что он даже к моменту, когда началось монгольское нашествие, киевского проекта уже по сути не существовало. То есть на территории современной Украины это уже проект Романовичей, то есть туда он смещается. И вот этот переход, я бы не сказал, что он означал, что то, что киевский патриарх перешел, что центр киевского православия как бы перешел вместе с патриархом. И вообще, то есть его влияние на московских правителей, вот, патриархов, это очень-очень большой вопрос, потому что, например, в 15 веке часто это были греки. Вот мало кто знает, один из патриархов это тот, кто подписывал Флорентийскую унию, когда еще Константинополь еще не пал, но потом его, когда он приехал после этого подписания, его просто бросили в застенки, как бы, и все дела. Мне все-таки кажется, что центр культурного
идейного, духовного православия после падения Константинополя, он все-таки был связан с киевским проектом, но не сразу, то есть долгое время можно сказать, что существовал такой себе вакуум, но вот под конец XVI века в контексте Речи Посполитой, в контексте вот всех этих процессов, православные русские, они начинают резко активизироваться и начинают очень много текстов создавать, очень много культурных артефактов разных. И что важно, вот эти периоды, потом вот Могилянский коллегиум и так далее, они создают базис вот всех этих идей, связанных между политикой и православием. То есть это даже не аутентическая традиция московского проекта, это традиция киевского православия. Это очень важно понять. То есть когда все говорят Москва, Третий Рим там, и так далее, ну, мало кто, скажу одну крамолу, мало кто знает, но отцы-основатели США, они ведь тоже рассматривали Вашингтон как Третий Рим. То есть они смотрели, что Римская как бы республика это Первый Рим, потом была империя Второй Рим, сейчас будет Вторая республика после Римской, второй такой проект, и это будет Третий Рим, как бы тоже такая идея. Так вот, все эти идеи, Москва, там, Третий Рим и так далее, что вот ирония этой штуки, это идеи как раз выходцев с территории современной Украины. Мы говорили немного о смуте, чтобы мы сейчас не повторялись по второму кругу, то есть как элиты русские нам пытались вот это все обыграть. Например, отец Михаила Романова, он некоторое время был в плену, что тоже интересно, он даже был в плену на момент, когда Романова помазали, короновали на царстве. Это тоже интересно, где, ну, наши читатели могут погуглить или через искусственный интеллект спросить, где он находился, с кем он общался. То есть во времена смуты начинается, скажем так, то, что на английском языке culture transfer, то есть начинается резкий culture transfer, то есть культурные взаимовлияния идут в меньшей степени с Московского царства на территорию Речи Посполитой, зато намного больше с территории Речи Посполитой на Московское царство. И это влияет и на там реорганизацию армии, это влияет как бы и на земские соборы, которые вот 17 век считается веком земских соборов в том числе, и многие другие вещи. И эта связь, она крепчает, но она далеко не такая, скажем так, тотальная, как мы представляем до Переяславской Рады. До Переяславской Рады, то есть мы можем говорить о первой половине 17 века, о начале культурного влияния, но это еще не тотально. А вот после Переяславской Рады начинается самое-самое интересное. Когда православные вот эти элиты, которые, как мы говорили в предыдущем эфире, подводили Хмельницкого к пониманию, к созданию этого проекта, когда они видят, что проходит десятилетие, где-то уже к 1660 годам, после десятилетия, даже меньше, чем десятилетия, после нескольких годов по смерти Хмельницкого, они видят, что не склеивается. То есть этот проект. Кстати, на твой вопрос, ты спрашивал, не был ли мотивом Хмельницкого, что он все время искал себе сюзерена, то, что он не хотел платить ресторан казачестве. Действительно, историки, в том числе историки как бы военные, пишут, что фискальный кризис – это вещь, которая была от первых моментов существования государства, вот этого войска государства Хмельницкого, и на протяжении всей истории. То есть, да, была вот дилемма, когда вот эти московские, не московские, а православные киевские элиты увидели, что светская власть технически не тянет, потому что она не может сконцентрировать вот эти ресурсы. Для того, чтобы создать православную империю, они же тоже под влиянием идей конфессионализации, то есть должно быть государство с одной верой, то есть то, что по всей Европе происходит. В этом смысле они как бы хотят нормально быть, как все, как все люди.
Они видят, что вот эти казацкие гетманы, они просто технически не в состоянии. Потому что надо держать, например, 60 тысяч профессионального войска. Но это никаких денег не хватит такое войско держать, потому что даже Речь Посполитая себе такое профессиональное войско на постоянной основе не могла позволить. Откуда же это может позволить небольшая часть, которая откололась от Речи Посполитой? И они вообще смотрят на уровень, то есть, что после Виговского все следующие гетманы это как бы падение компетенции. И понимают, что с этими каши не сваришь, правильно? Вообще, то есть, и что они делают? Они начинают вот это синопсис и так далее, вот все эти идеи, что Москва – это правопреступница Киева, идея Москва – это Третий Рим. И вот большинство вот этих мифов... По-нашему, по-современному начинается правильный методичный мифодизайн, правильно? Мифодизайн, да. Которым надо убедить в первую очередь саму Москву, потому что они, наверное, со страшным удивлением все эти идеи воспринимали. Да, потому что эти идеи далеко не сразу, как я говорил, то есть в 15-16 веке очень трудно увидеть автентичные источники, которые бы показывали, что именно светская власть, как бы для нее мотив это идеи, что Москва это преемник Киева, что они Третий Рим, то есть у них византийская там идея и так далее, и так далее. Это все как раз начинают делать, и делают это они очень грамотно. То есть это они настолько грамотно сделают, что потом в это поверят, во-первых, сам московский проект начнет в это верить, а еще хуже для мифодизайнеров, они сами начнут позже как бы их потомки верить в эти вещи, потому что сейчас, например, через несколько столетий мы как бы это в вину ставим как бы московскому проекту, что он, вот смотрите, вы как вы претендуете на киевскую спадщину, на киевское... Да. А они открещивались от него 2,5 века подряд, не понимали, о чем идет речь и зачем им это нужно вообще, в принципе. Да, это как бы говорится и смех, и грех, потому что это очень иронично и очень грустно, особенно грустно в контексте того, как у нас понимают историю. И это идет десятилетиями, этот процесс, никоновские реформы, снова такие, кто были инициаторы, это, кто кстати, были было. исполнители. Это киевская православная элита рассказали Московской церкви, какой она теперь должна быть, правильно? Да. А почему они согласились на это? Не сразу, правда. Потому что они видят, что, во-первых, что мир меняется, и что они могут отставать, например, от того, что происходит даже не в Восточной Европе. В Восточной Европе как раз нормально. Они смотрят, что происходит, например, во Франции. Вторая половина 17 века – это предпосылки после Фронды, после всех событий. Кто читал там или смотрел там «Трех мушкетеров» и так далее, и так далее. Идет централизация, то есть власти, плюс изгнание гугенотов, то есть это еще и католическая такая рамка до системы. Плюс-минус что-то подобное пытаются там сделать в Священной Римской империи, Габсбурги. 30-летняя война, то есть тоже статус-кво. Другой важный момент, это который не следует забывать, они подают, вот эти киевские православные интеллектуалы, они подают эти идеи православия и идеи власти настолько интересно, то есть настолько эстетически красиво, что это захватывает. Это просто даже эстетически, интеллектуально это Можешь интересно. Назвать основные там 3 идеи, например, или одну идею, сколько их там было, которые они сугестию навеивали на московские церкви, на московских князей великих или царей? Первое. Очень важное, что империя это рулит. То есть это фактически то, что забыли после Ивана Грозного. Империя это когда ты соединяешь как бы сакральные, в данном случае православие. Симфонию, церковь и государство. Да, симфония. То есть, когда ты создаешь, у тебя получается отличная концентрация ресурсов. То есть, это старые, они на прагматическую московскую идею концентрации ресурсов, но она была как бы без вот этой духовной покрышки, они фактически сверху подали картину мира. То есть, я бы сказал вот так, даже не 3 точки, а даже вот так проще. Картина, да? Они прагматически
вот этой основе московского проекта, они создали картину мира, в котором прагматизм рассматривается органически, и он даже, его влияние, то есть этого не центристского, а централизаторского проекта, его можно усилить несколько раз. Какие же элиты откажутся, когда тебе дают интеллектуальный продукт, который твои возможности множит там на 5, на 10, как бы, по реализации этого. Сложно сказать действительно, насколько московские правители верили, вот действительно верили вот в эти вещи. Ну, мне сложно на это ответить, но прагматические выгоды от этого они увидели сразу же. То есть они увидели окно к экспансии. Например, Московское царство в принципе не могло мечтать о нормальном выходе к южным морям. То есть там была территория Дона, Донского казачества, но там османы очень сильно все это перекрывали. Правильно ли я когда-то просчитал? Я как по ИПСО разбирал это в рамках работы с информационно-психологическим влиянием, сказал так. Они передали 4 ключа, по сути, московским царям, которые заключались первое. Право на... Ну, они династически не могли претендовать. Романовы не могли претендовать на земли Рюриковича и Гедеминовича. Да? Вообще никак. И то они получают это право, потому что это сбор православных земель, а вовсе не вопросы династии. То есть новый принцип чего? Присоединение земель. Второе. Это идея общности земли и крови. Русская земля, которая вот пошла от Киева и так далее, и так далее. Ты получаешь тоже право на экспансию, на развитие. И третье, четвертое, это вопрос чего? Культуры. Язык, культура и так далее. Поскольку символический капитал вера православная, то ясно, что унификация языка, культуры или там ее развитие в этих рамках получает как бы одобрение свыше. И получив 4 таких ключа, земля, вера, кровь, право присоединения земель плюс культура, ну, только дурак бы не воспользовался. Условно говоря, на современный лад тебе вручили символический капитал размером 4 триллиона долларов, какой дурак не воспользуется, правильно? Да, если подумать, мы говорили о Владимире, это, можно сказать, даже некоторый парафраз идеи Владимира. Не зря Феофан Прокопович написал поэму «Владимир», но он долгое время считали, что он Петру Первому ее присвятил. На самом деле еще Мазапе тогда присвятил, когда вот этот проект казалось, что можно как бы реализовать его параллельно, то есть и как бы сверху и снизу идти через локальные элиты. Так вот, очень интересно тоже, вот, перейдем к Мазепе, потому что Да, секунду. Да. Еще перед Мазепой, я сам хотел попросить перейти к Мазепе. Значит, что я хотел сказать умного, простите. По поводу Владимира. Да, Владимир же тоже, его можно упрекнуть ровно в том же самом. Он же тоже, не было никакого киевского или русского народа в тот момент. Были поляне, древляне, кривичи, вятичи и так далее. И он тоже, наверное, они тоже не хотели сохранить национальную самобытность и не хотели присоединяться и соединяться, правильно? А он сказал, нет, теперь будет вот этот самый. То есть это вторая итерация этого же проекта. Абсолютно. Да? Именно так. И две итерации с киевские. Да. Почему они чувствовали абсолютную свою правоту? Говорят, так а мы делаем то же самое, что Святой Владимир делал. Простите, какие претензии. Да, с точки зрения христианства, то есть вот так началось полномасштабно, то есть христианство на этих землях. То есть мы сейчас как бы на другое, это важно понять, это 17 век, это пик религиозных войн и религиозной мотивации для людей. Никогда она не будет такая сильная, ну, может, когда-то в будущем и так далее, но он в следующие века... С тех пор поныне не было такого. Да, с тех пор поныне не было такой сильной религиозной мотивации, то есть это раз. А второе, о чем украинские историки, ну, не все, но многие тоже пишут, что если посмотреть на период вот второй половины 17-го и до начала 19 века, то вот эти элиты не только православные, там, например, киевские, но и в том числе казахская старшина, там казахские элиты, они, скажем так, дав им вот этот проект и так далее, они большинство задач, которых перед собой ставили, они их как бы реализовали. Вот смотрите, религиозных притеснений, как было в поздней Речи Посполитой, нет, как бы все вера наша, плюс. Набеги татар, какие набеги? Все присоединили, колонизация юга, то есть нету никаких набегов. Дальше.
казаки и старшина не имеют статуса шляхты, дворянства. Это был отдельный бой, который там, позже там будет говорить, это на десятилетие затянулось, но в конце концов большинство подавляющее такое, получило это дворянство. То есть мы смотрим на большинство, большинство задач, проблем, которых их интересовало, как групп и как личностей, они все реализовали. То есть это был, в данном случае, это был симбиоз, но снова-таки это симбиоз только небольшой части земель современной Украины. То есть, если смотреть на карты, мы видим, что в 17-18 веке только небольшая часть современной территории Украины включается в этот проект. Это не вся Украина пошла туда. Это тоже важно понимать, потому что значительная часть украинских земель остается в проекте Речи Посполитой. Позже она перейдет к проекту Габсбургов и так далее, и так далее. И Мазепа. Мазепа. Да. Это очень интересно, потому что Мазепу воспринимают только как борца с московским деспотическим самодержавием. То есть вот героический борец. Иногда говорят, он такой немножко авторитарный был, но все равно героический борец. Первое, что самое интересное, Мазепа – это человек, который помог тем группам московских элит, которых позже будет представлять Петр, прийти к власти. Это был момент, когда конфликт между царевной Софией и ее противниками, и замечательная вещь, последняя, скажем так, на чашу весов, который был фактор, включился, это несколько тысяч казацкого войска, которые были под Москвой в момент, когда... Когда нам рассказывают, что во время второго восстания Стрелецкого потешные полки победили стрельцов, это немножко не так. Это, оказывается, тут немножко было, представительство гетьмана, а у гетьмана было представительское войско в несколько тысяч казаков. И когда они просто выехали и сказали, мы тут, собственно говоря, постоим, покурим, все как-то решилось сразу. Да, оказывается, что несколько тысяч очень хорошо войско влияет на решение политических кризисов внутри московских элит. Да, это потом будет не один раз повторяться. Получает же звание, второй орден того самого. Он не просто получает. Он, чтобы понять, я извиняюсь, чтобы понять мотивацию позже Петра I, для него Мазепа один из учителей. Это не просто человек, первая шпага, первый вассал. Это даже символически, так как Петр практически рос без отца, то есть, отцовская фигура. Так, я здесь на тонкий лед стану, но я скажу так, что психологически похоже на то, что Мазепа долгое время был отцовской фигурой, то есть в картине мира. Неким старшим дядькой или старшим товарищем, который... как минимум. Это та же самая отцовская фигура, то есть, по-другому. То есть трагедия Петра, если смотреть с точки зрения Петра, заключалась в том, что его предал отец, Да. Которому он не то что абсолютно доверял, он считал своей креатурой чуть себя. Больше, чем абсолютно. Чуть больше, чем абсолютно. Который его спас, привел к власти. Там очень отдельная история его взаимоотношения с Меньшиковым и с другими этими иерархами в политической элите Петра. Но что интересно, фактически Мазепа, в период, когда он еще не поднял восстание, он на локальном уровне продолжает те же самые идеи, которые мы только что говорили, то есть идеи Владимира. То есть он резко поднимает, он начинает союз с православными элитами. Большинство всех этих казацких барокко церквей замечательных, которые и античные храмы, имеет эти колонны, но в то же время православная церковь это просто гениальнейшие с эстетической точки зрения вещи. Я очень люблю именно даже не православные церковь архитектуры, а именно барокковые эти периоды казацкого барокко. Да, то есть он очень сильно поднимает культуру. Ни один гетьман, даже Хмельницкий, не сделал столько для культуры
вот в казахской Украине, сколько сделал Мазепа. При всех как бы нюансах авторитарности, неавторитарности, там, что он делал с политическим противником, там по-разному всякое было. Но в сфере культуры он сделал больше других, как минимум больше других. И фактически это такая локальная такая мини-империя. Он пытается очень грамотно, по чуть-чуть пытается присоединить правобережье, то есть вот все эти территории. И большая дилемма, на самом деле, то, что происходит во время вот этой Северной войны, потому что, с одной стороны, казахские элиты очень недовольны. Здесь тоже нюанс, так как был вот этот постоянный фискальный кризис, тяжело было реформировать казахскую армию на манер, который делали в то время в Европе, там, в Пруссии, то, что делал шведский король, то, что Петр I после там Нарвы начинает резко перестраивать всю армию. На это просто как бы не хватает сил и ресурсов. И казаки в 17 веке, будучи элитной пехотой, то есть прямо как бы в ногу идя с временем, уже в конце 17-го, начале 18 века их начинают использовать в основном как легкую конницу, разведку, вспомогательные разные войска и тому подобное. А Петр I вообще их начинает иногда использовать, там, копать какие-то там рвы, там, города строить там, и подобные вещи. И это вызывает недовольство. И Иван Мазепа, он маневрирует. То есть, с одной стороны, он должен оставаться в этой структуре лояльной, потому что он знает, как бы, что снять казахского гетмана – это небольшая проблема для московских правителей. С другой стороны, большое недовольство вот это включением в имперские вот эти действия Петра I со стороны части местных элит. И это дилемма, которая не имела хорошего как бы разрешения, потому что логика создания централистского государства приводила к тому, что надо было унифицировать эти территории. То есть Петр, не Петр, как бы мы видим весь 18 век, там немножко нюансы были, но большинство правителей так или иначе унифицируют постепенно эти территории. И по одной из версий, которые, например, Татьяна Таирова-Яковлева в своей книге о Мазепе и Российской империи «История одного предательства», она говорит, что в принципе Мазепа не очень рассчитывал на союз с Карлом XII, то есть он понимал, что реальный его уровень далеко не такой, как наша позже там, мифологема создаст. И она считает, что когда он узнал, что Петр не собирается защищать вот эти территории, а Мазепа, это тоже важный фактор, он вырос в культуре Речи Посполитой, и он вырос в культуре феодальных отношений не в том смысле, который нас сейчас любят говорить, а в классическом понимании, что любое феодальное как бы, взаимодействие – это двухстороннее взаимодействие. Если я твой как бы, вассал, то ты как сюзерен должен меня защищать. То есть это такая у нас связь. Да, вся королевская конница и вся королевская рать должны были приехать на твою защиту, правильно? Да, то есть если на меня идет Карл XII, то ты с войском должен идти как бы и защищать меня, потому что, ну, как бы я же твой вассал, я же тебе там как бы помогаю, когда ты просишь меня. Петр решает, что лучше выжженную землю как бы здесь вот оставить и ничего не достать, просто заморить голодом как бы вот это шведское войско, которое оторвалось от операционных линий своих очень сильно и так далее, ударить по обозах, ну, что он, в принципе, вот эта битва под Лесной там и так далее, что он, в принципе, и сделает. И Мазепа, по одной из версий, понимает, что это конец, то есть он в вилке, с которой нету хорошего выхода, и он решает поднять восстание, даже понимая, что шансов на успех практически нет, но для того, чтобы чтобы Петру пришлось не тактику абсолютной выжженной земли и уничтожить здесь все, а чтобы ему пришлось бороться за души, ума и сердца местного населения, потому что если он перешел, надо какие-то уступки сделать местным. Слушай, так мы имеем прямую аналогию в 20 веке, когда 1982 год, кризис в Польше, и Советский Союз готовится ввести войска, они уже десантники сели в самолеты, да, как бы, и
Ярузельский вводит сам. Войцех Ярузельский, да, вводит положение в Польшу, говорит, не надо вмешиваться, я сам тут установлю такой режим, что вы все удивитесь. Да. Таким образом спасает Польшу от судьбы Чехословакии или Афганистана, от вторжения. Да, абсолютно. Да, тогда его очень клеймили, а потом через несколько десятилетий даже деятели солидарности польской сказали, ну, это был, он действительно сделал важный шаг для Польши. Да. И это самоотверженный шаг для того, чтобы просто, я лучше тут сам разберусь, чем приедут непонятно кто разбираться, правильно, да. Понимаешь, точнее, слишком понятно, кто приедет. Очень сильно, да, понимаешь, что с этого будет, имея пример Венгрии, имея пример Чехословакии, да. И, то есть, Петр идет на эту жертву, скорее всего, потому что то, как началось восстание, не похоже на продуманные, как бы, действия, а Мазепа чем, но спонтанностью действий точно не отличался всю свою жизнь, то есть, это каждый шаг очень продуманный. И вот, например, одна из ситуаций, что Иван Скоропадский, это родной брат предка Павла Скоропадского, который позже станет последним украинским гетманом, а Иван Скоропадский вместо Мазепы станет гетманом. Так вот, он был вообще в стане московского войска, когда это началось, а по связям своим и так далее он был единомышленником Мазепы. То есть ему логичнее бы было вообще-то быть вместе с Мазепой, но это все началось так резко, что он даже как бы, вариантов уже не было. Ставку Петра, просто порубать его саблей. Разве что так, он, наверное, был очень, очень удивлен, узнав об этом восстании, правильно? Да, скорее всего, как и большинство. То есть снова-таки восстали запорожские казаки, с которыми у Мазепы были традиционно для украинских гетманов очень сложные отношения, потому что запорожские казаки не очень, скажем так, вписывались в гетманскую проектность, мягко говоря, и они жили как фронтирное сообщество. То есть такие, да, иностранный легион или группа Вагнера, грубо говоря, да, которые сложные отношения с государственным. Все эти истории о православном рыцарстве и так далее, это тоже очень поздная как бы вещь, которые прикрутили этим людям, хотя снова-таки это не значит, что они были там атеистами и так далее. Это просто говорит о том, что у них немного другая мотивация была, чем казалось позже многим авторам. И вот Мазепа идет на этот шаг, который... Батурин, например, был уничтожен, то есть, да, Петр начал с показательного уничтожения, но снова-таки Батурин мог держаться месяцами, но один казацкий полковник Нос как бы показал проход в Батурин, и он был уничтожен. И начинается вот это, Мазепа издает памфлеты, Петр издает памфлеты, война вот этих памфлетов информационная, которую Петр выигрывает, он выигрывает. То есть в этом смысле расчет Мазепы, если он такой был, он оправдался. То есть Петру пришлось сражаться за умы и сердца местного населения. Звать к единокровию, к единоверию и всему остальному. Да. И не повторять Батурин, соответственно. Знаменитая Полтавская битва, которая очень сильно замифологизована, причем что в России, что в Украине, потому что на самом деле она представляла себя, такое, скажем так, жалкое зрелище, с какой стороны не посмотри. То есть с украинской стороны почти ровная часть казаков сражалась то на шведской стороне, то на московской стороне, причем обе армии не доверяли им, и обе армии держали их там ближе где-то к обозу, там на флангах разведку проводить и так далее. Там был же момент, когда в начале битвы, когда казалось, что шведы могут победить, там часть казаков перешла на их сторону, потом ближе к концу еще часть перешла уже обратно в другую сторону, то есть тоже мало в этих... С точки зрения шведов, это тоже есть такая книга «Гибель шведской армии», ее написал шведский писатель, исследователь, ее издали в Украине, кажется, Фолио издала ее. Она показывает, что, чтобы вы понимали, шведская армия, например, растеряла всю артиллерию по дороге к Полтавской битве,
плана Полтавской битвы у них не было, и даже единого командира, которому подчинялись другие, тоже не было. То есть каждый командир себе выводил свою часть и как бы действовал, как сам знает. Это было просто как бы жалкое зрелище с точки зрения оперативного искусства, но за счет бойцовских вот этих качеств шведской пехоты они просто как бы смели несколько волн вот этих редутов, там прошли. Это чудо на самом деле, что они смогли пройти. В этом смысле атака шведов это что-то похожее на конец битвы под Геттисбергом, атаку Пикета, когда просто как бы ломанулись вперед без четкого понимания, что сейчас будет, как это будет, куда мы идем и так далее, и так далее. И это закончилось, всем известно, что закончилось катастрофическим поражением шведского войска. И дальше идет тоже Карл XII, он еще у нас как бы отец украинской первой конституции, то есть как бы гарант этого. Начнем с того, что конституции, например, в Речи Посполитой любой договор между шляхтой и королем, это тоже были конституции, то есть это не было то, что потом в Америке как бы называется конституцией, и так далее. Это раз. Во-вторых, Карл XII повел себя по отношению к украинским иммигрантам так, как ведут себя по отношению к розовым пони. То есть он буквально ограбил уже умирающего Мазепу, забрал большую часть как бы его имущества. Нас пишут, что это Войнаровский как бы как наследник получил. На самом деле Карл XII получил большую часть вот этого имущества. Там был нюанс. На тот момент в казацкой Украине не было разделения на личный скарб гетьмана и на государственный скарб. То есть это было, как бы, представьте себе президента Украины, в которого как бы личный счет и как бы госбюджет, это все на одном счете банковском находится, иди как бы пойми где что. И Мазепа вывез одновременно и личные средства, и одновременно как бы бюджет или казну казаческой Украины. Так вот, Карл XII забрал, потому что он изгнанник, ему нужны деньги, то есть за что ему жить там. И это очень как бы такая грустная история. Потом он там вдове Войнаровского, которого схватили московские агенты, он ей там как бы дом как откупное дал, то есть за все эти богатства. С Орликом тоже. Это очень образованный человек, очень как бы умный, интересный человек, но вот эта идея незламного борця за украинскую державность, когда читаешь его письма там, к Яворскому, где он прощупывает, а можно ли вернуться, там, Петр I позволит ли мне как бы вернуться назад и жить спокойно, или когда он написал, когда узнал, что Петр I дал амнистию всем казакам, кроме него, он с большим огорчением написал казакам, как же вы посмели это взять, как же вы без меня, там, и так далее, он протестовал, нет, нельзя вам давать амнистию, там, и так далее. Это все такие, как бы, не в лучшем свете его показывает. Вообще эмиграция, многие личности, которые казались оазис мудрости, там, государственности, на эмиграции позже не в лучшем свете предстают. Ради справедливости, например, та же история позже будет с Карпатским, то, каким он был в 18 году и позже, это два разные деятеля. Это надо тоже понимать. И дальше 18 век. Тоже интересная вещь, которую Таира Яковлева очень советует. Давай про разглашение Российской империи сначала. Да. Создание Священного Синода. Да. То есть целая группа топовых интеллектуалов, Яворский, Туптало, Прокопович и так дальше, они эти идеи четко, скажем так, четко навязывают Петру Первому. Что самое интересное, Петр I, скорее всего, по своему, скажем так, кругозору, он ближе даже не к православию, а к протестантизму вообще-то. Конечно. Если он сделал православную церковь департаментом государства, то это чистый протестантизм. Да, то есть он берет, где он учился, где он смотрел. Он был в Голландии, то есть в протестантском государстве. Он посмотрел, и он, скажем так, он
принимает эту риторику, с одной стороны, вот православная империя и так далее, но по факту ставит уровень вот этого секулярного государства и подчиняет церковь, полностью подчиняет ее государству, то есть причем в такой степени, которая там византийским этим несчастным императорам даже как бы не снилось, что церковные как бы иерархи могут вот так под козырек там брать и так далее, и так далее. То есть все считают, что это папизм от Византии и так далее. Нет, как бы в Византии до такого уровня там не дожили они. И он это создает, и что важно, 18 век это пик влияние выходцев с украинских земель на влияние на вот этот новый проект на Российскую империю провозглашенную. Смотри, это очень важный момент, мы должны сказать это. Можно ли сказать, что вот этот проект украинских православных элит по созданию империи как защиты церкви, перед лицом католического давления, османского давления там, и так далее, внутренних распий, привел к тому, что да, империя была создана, но церковь сделали в ней департамент? Да, в принципе, можно сказать. Они были довольны? Я думаю, что нет, но вариантов у них уже не было. Это было единственное православное государство на коре земли тогда в тот момент. То есть, если мы посмотрим, а какое другое, то есть Речь Посполитой, они уже видели, что бывает в Речи Посполитой. Других серьезных игроков, которые могли бы альтернативную проектность, уже не было. То есть, и вот эти элиты поняли, что как бы то, что создано, и то, что развивается, и логика вообще 18 века, это не совсем то, что они хотели создать. То есть они хотели нормальную православную империю как бы себе создать. А по факту создается уже такой просвещенный абсолютизм. И вот это тоже важно, о чем пишет Яковлева, о том, что логика, например, Катерины II, которая вообще-то немка, то есть и вот эти все идеи там московского православия, там что-то и так далее, глубоко, снова-таки она была как протестантка в начале, в первый период своей жизни и так далее. Так вот, она, для нее самое главное не то, что подавить украинскую культуру как самоцель, подавить украинскую государственность как ее самоцель, как ее часто у нас как бы предстают. Для нее идея хорошо упорядоченного государства. Для нее это ключевое. Например, первое, когда вот гвардейские перевороты, в котором снова такие кто те офицеры, кто такие Разумовские, кто гвардейские офицеры, которые приводили к власти, да и не только ее в 18 веке и так далее. Когда она только-только вот, скинула своего мужа Петра III, один из первых главных вопросов, вот, попытайтесь, зрители, угадать, там напишите в комментариях, или может вот Алексей скажет, как ты думаешь, какой первый насущный вопрос, который ее интересовал? В отношении чего? Когда она стала Вообще, вот она стала правительницей, ее вопрос, который номер один для нее. Вот. Я сейчас не готов сказать, ты знаешь. Так вот, я бы тоже так сходу не сказал, честно говоря, если бы об этом как бы не читал, поэтому для меня это тоже был сюрприз в свое время. Упорядочить наконец-то финансы Российской империи. То есть они полностью, она не понимает, сколько есть в госказне. То есть она начинает с очень интересной вещи. Автор же Сделаем аудит. Наконец-то. Крупного аудита, да. Сделаем наконец-то аудит. Мы не понимаем, что у нас есть, где казна, то есть кто сколько кому должен, как это все должно делать. И вот это тоже нюанс, потому что гетьманщина, она же находится в другом фискальном поле по отношению к... Да, давайте уточним, что всю эту дорогу, 18 век, существует гетьманщина, как отдельная автономия в составе Российской империи уже провозглашенная. Со своим, не только правительством, но со своими финансами, со своей там как бы налоговой системой. Там, и Магдебургское право городов, самоуправление, много там чего было, ну и прибыло представительство возле Кремля, кто в Москве не был, сходите, посмотрите. Я не скажу, что это Лувр, но размером с половину Лувра так точно.
Вот. И там до сих пор этот дворец в Хохловском переулке, или как он там называется, Хохловском, кстати, там размером с половину Лувра. Это была резиденция гетьмана, либо представителя гетьмана в Москве. Он размером с половину Кремля. Что важно, вот эти элиты, которые вот первые выходцы, которые закрепляются в центре, они начинают по принципу землячества подтягивать друзей, знакомых, кумовей там, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И чем больше их приходит, чем больше они подтягивают к всему, это, например, очень как бы вот эти новые петербургские элиты, они в шоке, потому что, если посмотреть, у нас любят говорят, что Российская империя — это империя русских, которые вот подавляли и так далее. Так в Петербурге кого-кого, а русских было меньше всего, потому что там или иноземцы, или как бы те, кто православные, так это выходцы с гетьманщины и так далее. То есть большой нюанс. Представителей вот этих традиционных там московских родов и так далее, там их влияние было меньше как раз всех остальных, особенно в 18 веке. И еще это, вот этот жанр, когда казачество массово пыталось получить российское дворянство. Это десятилетиями длящаяся интрига. Есть замечательнейшая книга Зенона Когута, очень, очень известного, очень авторитетного исследователя с Канады. Она называется «Российский централизм и украинская автономия». И он говорит о последнем периоде, конца 18-го, начала 19 века, о том, как параллельно эти структуры унифицировались, но как бы, что сделали снова-таки вот эти казацкие элиты? Они фактически обменяли свое участие, свое согласие на централизацию, на вхождение на свои права. И они практически все получили, вся казацкая старшина, там Бунчуковы, вот эти товарищи. Да, и так далее. Посмотреть глазами тогдашних героических казаков, да, командиров полков, там, всех этих добробатов, считаете, там, бригады и так далее, как это выглядело? У тебя 150 лет нахождения в составе одного государства, Речи Посполитой, много славных общих подвигов, да, много разборок. Вы не получили прав за всю кровь, пролитую за 150 лет, прав не получили, и вас все время пинают по самому святому в те времена, по вере. Оно во все времена святое, как бы, да, но тогда это же было вообще. Даже я бы сказал не по вере, а по самоидентификации, да, для которой вера в то времена один из стержней. Вы льете кровь за это все, воюете, там, да, это даже не 10 лет войны сейчас, это 150 лет войны в защиту, а вам пинают, вы вечные люди второго сорта, вам на это все время указывают, прав не дают, и сколько не воюют, да, обещают, потом кидают. Расширили реестр, сократили реестр, расширили. Но это просто озвереть можно было реально. И тут ты понимаешь, мы не говорим, что это Московское царство. Некое царство Н, где первое, вы сохраняете полную автономию. Автономия некуда, разные денежные системы, простите. Второе, вас никто по вере не пинает и по самоидентификации, наоборот, говорят, ура, сила, как бы, да, и так далее. Наконец-то, братья, давайте. И вы еще дружно добиваетесь чего? Вы стали дворянством. То, чего вы 150 лет не могли получить ваши предки и так далее. Так, простите, не называя это московским царством, некое царство Н. За кого они должны были быть? Это для тех, кто спешит возразить там, да, или возмутиться. Ну, я скажу для примера, вот у нас же любят говорить, что вот империя Габсбургов, потому что я лично очень хорошо отношусь к империи Габсбургов, потому что я с территории герцогства Буковина, как называется до сих пор в титулатуре Габсбургов, русины империи Габсбургов даже 10-й доли влияния и места не имели то, которое в империи Романовых, то есть, которые снова такие, даже современные исследователи англоязычные, в том числе украинские англоязычные исследователи, говорят, что империя Габсбургов это не равно империи россиян. То есть это тоже важно понять, что империя Габсбургов это классический пример как бы империи, которая как бы собирается вокруг идеи и которая соединяет разные в себе. То есть что-что, а российские или московские элиты далеко, скажем так, не главные и единственные бенефициары империи Романовых. Это очень важно понять. И вот это канцлер Безбородько там, и так дальше, который... Разумовский, гражданский муж Елизаветы, да. И создатель Российской академии наук, на секундочку, среди прочего. Да, то есть есть другая замечательная книга, с которой там интересная история, ее
много, скажем так, десятилетий не переводили в Украине. Я надеюсь, что это изменится. Это книга Дэвида Сондерса «Ukrainian Impact on Russian Culture». Это книга, написанная в середине 80-х годов в Канаде. Это ученик Ивана Лисика Рудницкого, очень известного украинского историка, написал. Он сумел, даже имея имея трудности с доступом к российским архивам, то есть только то, что было опубликовано и так далее, он показал, насколько большое было влияние в XVIII веке, даже в начале XIX века, именно вот этих элит с казахской территории, с Гетьманщины на культуру, на литературу, на восприятие истории, то есть и на многие-многие другие вещи. И что это тоже очень важно понять, эти идеи, то есть единство трех народов, это очень поздние конструкты. Хоть киевские православные элиты, это уже с конца 17 века говорили, да большинство имперских элит эти идеи очень поздно дойдут. И мы имеем целый ряд авторов, которые в первые десятилетия 19 века, когда уже идет вот эта интеграция, она уже практически закончилась, все переформатировали, там генерал-губернаторство и так дальше, там административные реформы, поздней Екатерины II, Павла I, Александра I и так далее. Московские путешественники или путешественники Санкт-Петербурга, они едут в эти южные земли, они едут туда, и они воспринимают в первые десятилетия даже 19 века как другую страну. То есть это для них то же самое, как какой-то англичанин едет в Италию, например, или в Грецию. То есть об этом пишет Алексей Толочко, целая книга у него. Абсолютно. Говорит, что когда они приезжали, они смотрели это как им Кавказ казался не таким чужим, как Украина. Да. Да, то есть это важно понять. Нам кажется, что вот эти указы, которые там издавал Петр I об украинском, об книгах на малорусском там языке, указы Катерины, что и так далее, это все не привело к унификации здесь и сейчас. То есть это как бы направление политики, а не буквальное как бы воплощение всего написанного. Да, у нас же мифология как гласит: сидят дети в школе, учат на родном языке, приходит злобный российский чиновник в форме гвардейца, да, бьет учителя кулаком в скулу или лицо по перчатке и говорит: а ну немедленно на русском языке разговаривать. Особенно учитывая, что русский не был кодифицирован и украинский не был кодифицирован в то время, поэтому они не могли так поставить вопрос, даже если... Это тоже был вопрос, как они бы отделили нормально, то есть, да, один от другой. Это, снова-таки, это поздние практики. Например, такие вещи действительно были в 20 веке, ну, вот на примере там межвоенной Буковины в составе Румынии. Там действительно я брал интервью в крестьян, которые говорили, когда они были в школе, и ты что-то там сказал на украинском языке, на уроке учитель тебя бил как бы палкой по руках. То же самое, например, в Северной Америке было с natives, с индианцами, которые там в католических школах, если что-то там на языке, например, не знаю, наваха что-то сказал, там могли там и побить там и так далее. Но это поздние практики вот модерна, кульминации модерна. Модерн — это вообще отдельная история, его кульминация в конце 19 и в 20 веке. То есть мы переносим вот эти поздние практики и считаем, что они как бы всю историю, так оно и было. Ну, было по-разному, очень по-разному. То есть не надо модерн, тоже вот большая проблема, что мы 19-20 век на всю историю как бы человечества переносим. И думаю, что мотивация и формы взаимодействия не всегда были такие. Ну, потому что мы наибольше знаем о модерне, значит, вот оно, и он ближе к нам как бы, по истории. Мы начинаем трактовать афинскую политику времен Пелопоннесской войны с точки зрения, да, Киссинджера и этого самого. Да. И Дугина, да, оказывается, оно немножко не так было. Да, да, то есть вот этот момент, и дальше, по большому счету, какая-то киевская проектность и вот эти вещи, мне кажется, они появятся в культурно-интеллектуальном сфере где-то ближе к последним десятилетиям 19 века. То есть мы туда скакнем уже в следующей передаче, чтобы не мешать. Да, это уже будет следующая передача. Ну, например, можем сейчас уже закинуть удочку. Кирилло-Мефодиевское братство, как
Мало кто знает, что Тараса Григорьевича Шевченко — это позаполитический проект, ссылочку отправили. Но оскорбление в ее величестве, потому что в поэме «Сон» он императрицу обозвал. Хотя она выкупила его, она организовала акцион. Да. Я просто думаю об этом, что история, за которую он каялся. Да. Но вообще-то, это же был проект Соединенных Штатов славянских народов. Тримория такого, да, политически, от чего обалдели все, и не только император, да, российский. Это не просто проект, это вот ты сегодня или как бы на днях написал о новой весне народов. Это как раз преддверие, кульминация, то есть весны народов только на этих землях. Мы в следующей передаче поговорим, это очень интересно, о польском влиянии, в том числе на Шевченко. Многие думают, что смотрят на Шевченко только в контексте он и как бы и Российская империя. А Кирилло-Мефодиевское братство без польского влияния, это вообще как бы вне контекста тогда рассматривается. Ты не понимаешь, откуда у них эти идеи, почему назва книги, это книга буття украинского там народу, ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. Костомарова непонятно. Там вообще интересно следующие судьбы. Например, это же очень расходится. Шевченко — это будет одна линия, Костомарова — это другая линия, а Пантелеймон Кулиш — это будет совсем как бы третья линия в украинской культуре и традиции. То есть я думаю, что вот этот 19 век... зарождение национализма, национальные идеи, варианты национальной идеи, да, которые были. И вот туда, куда уйдем до 20-го, посмотрим. То есть мы будем уже не на проекты с точки зрения вот таких больших государственных, а на проекты в контексте модерного вот этих идей нации, национализма. Там очень много интересных вещей, и, скажем так, и Франко, и Шевченко, и многие другие, и Драгоманов, вы увидите их совсем как бы в ином контексте. Ну, как сегодня, вот, например, Ивана Грозного. Если я не ставлю знак равенства между ними, но... И этому, друзья мои, будет посвящен наш третий исторический этюд. Да, там будет 4-й, 5-й и так далее, и так далее. На сегодня мы закончили, охватив период, условно говоря, от 17 века. Просто забежали там в российскую историю, чтобы понять логику государства и церковь и разрушить еще один миф. И до начала 19 столетия, грубо говоря, до 1775 года, как эдикт Екатерины по упразднению Запорожской сечи и создание губернаторства вместо гетьманщины. Вот до этого периода. Ну, а вы сами выносите на свой суд, пишите нам комментарии, мы их очень внимательно читаем, мы в заочной полемике, с удовольствием принимаем критику, с удовольствием принимаем идеи, будем развивать их дальше, обговаривать. Спасибо за внимание. До встречи в третьем этюде. Спасибо большое. Всем пока-пока. Счастливо.